Уважаемые жители Республики Коми, добрый вечер. Мы сегодня опять со смещением, но сегодня также очень насыщенный день, я сейчас расскажу о нем. Сначала цифры, эпидемиология. Сегодня, 29 апреля, в республике лабораторно подтверждено 611 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 14 человек. И под наблюдением, под медицинским наблюдением находится сегодня 3898 человек, выздоровело 63 человека. Несмотря на то, что вот цифры как будто не очень сильно растут, но, как я и говорил, мы не расслабляемся и принимаем все более жесткие меры. Ну, в первую очередь в отношении тех больниц, где пребывают круглосуточно пациенты с ослабленным здоровьем и с хроническими заболеваниями. Это больницы психиатрические, наркологические, дома ребенка. Пошли на крайнюю меру и ввели карантин для сотрудников. Что это значит? Это значит, что сотрудники не могут покидать лечебное учреждение, либо покидают его близ расположенный обсерватор, и 14 дней – это вот инкубационный период, когда может проявиться заболевание. Эти сотрудники все переведены по-военному, это называется казарменное положение. Мера вынужденная, мера тяжелая. В каждом случае приходилось по каждому врачу, медсестре, санитарочке решать проблемы семейные, бытовые. Но, тем не менее, врачи и средний персонал, и обслуживающий персонал все откликнулись, с пониманием отнеслись к этому, и с вчерашнего дня у нас все эти учреждения переведены на карантин. Недели раньше мы перевели все учреждения, дома для престарелых, точно так же сотрудники ушли на карантин. Еще о чем хотелось бы сегодня сказать, это я принял участие сегодня, оно длилось 4 часа, заседание сессии Госсовета. На самом деле для меня это большой урок. И я сказал в заключительном слове это депутатам, вашим избранникам, о том, что если бы все законодательные органы страны работали с такой самоотдачей, с такой самоотверженностью защищали ваши интересы, то страна жила бы лучше. И это действительно так, потому что мы сегодня, депутаты, с нашей подачи приняли очень важные законодательные акты. Акты эти направлены в первую очередь на поддержку предпринимательства, малого и среднего бизнеса, малоимущих слоев населения нашей республики. Поэтому это были важные, нужные законы, и они начинают работать и приносить помощь вам. Сегодня состоялась встреча с представителями общественных организаций, это представляющих интересы коренных народов, проживающих на территории республики. Вы знаете, настолько было приятно услышать людей, которые с любовью говорят о своей родине, о своей малой родине, говорят о своем народе с любовью, с уважением. И, конечно, я этим тоже проникся, и это был многочасовой тоже такой разговор, но очень для меня теплый, душевный и важный. И, конечно, очень много вскрыли тем и по развитию в селах, в небольших деревнях медицинской помощи, дополнительных вопросов решения школьного образования. То есть, конечно, это все ляжет в большую комплексную программу. Самое главное, что у людей есть желание работать и помогать. И это очень важно. Не просто слова, а тут же говорят, мы готовы, приобщайте нас, мы будем работать в этом направлении. Еще одно очень важное, это и сегодня очень востребованное, это экотуризм. На самом деле экотуризм не только ради того, чтобы приехать посмотреть этнос, а вплоть до больших программ, когда можно будет привозить людей с плохим здоровьем и там жить, прямо жить с погружением для того, чтобы люди и жили на свежем воздухе, и питались настоящими естественными продуктами питания, и излечивались. Сегодня, вы знаете, в мегаполисах, в больших городах основная проблема – это аллергия, начиная с детишек, и другого способа решения, как просто вывести их из этой среды, она связана с лечением, а это, как правило, тоже порочный круг.
Поэтому совершенно точно эту тему будем развивать. Она крайне важна и крайне интересна. Еще одна тема, о которой я хотел поговорить сегодня, это снова тема приближающихся праздников. Почему я так на этом акцентирую? Вчера я об этом говорил, сегодня. Потому что, конечно, многие из вас, если не очень многие, поедут на свои дачные участки, загородные дома. Я хочу еще раз напомнить. Вот вы знаете, несколько регионов, где несколько субъектов, где люди выходили на какие-то митинги, где люди выходили на собрания такие массовые, и тут же через несколько дней в этих субъектах рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому я, конечно, призываю, что если можно, конечно, надо добираться на личном транспорте. У кого его нет, администрация Сыктывкара, и мы дали такие указания, запустит дачные маршруты. Еще раз повторяю, что там будет регулироваться заполняемость. Пожалуйста, не переживайте, маршруты будут наполнены автобусы, вернее, маршрутов будут дополнительные автобусы, чтобы не было заполняемости полной, потому что это дополнительный источник заражения. Хочу подчеркнуть, что не случайно, я вам об этом вчера говорил, президент сказал, что до 11 мая нужно выдерживать режим и самоизоляции, и режим безопасности собственной и других людей. Поэтому прошу, несмотря на то, что праздники это, безусловно, такая массовая и такая, как правило, коллективное проведение времени, все-таки оставаться в кругу семьи. На сегодня информация вся. Будьте здоровы, не болейте, не нарушайте режим самоизоляции. Оставайтесь дома. До завтра. Всего вам доброго.